Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске программы. Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция. Вчера, сегодня, завтра. Все товаропроизводители должны сверить часы и понять, что хотим мы увидеть на своих полях. Я думаю, что здесь было что посмотреть, и действительно уровень с каждым годом растет, и надеюсь, что к 120-летию он еще поднимется. Наша программа выходит в эфир при содействии агропромышленной компании «Агробизнес-Альянс». «Агробизнес-Альянс» – это более 40 российских и зарубежных поставщиков сельскохозяйственной техники и тракторов. «Агробизнес-Альянс». Успех выбирает профессионалов. «Агробизнес-Альянс» приглашает к сотрудничеству. Плуги, сеялки, опрыскиватели, машины для обработки почвы и многое другое. Гарантия качества, профессиональное сервисное обслуживание, своевременная поставка запасных частей от заводов-изготовителей. Успех выбирает профессионалов. Встречи ученых-аграриев, производственников, представителей деловых кругов и власти, которые ежегодно проходят на Орловщине в середине июля, стали уже доброй традицией. Заложена она была в 1996-м, когда отмечалось столетие Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, первого сельскохозяйственного научного учреждения в стране. Чем же привлекает аграриев Шатиловка сегодня и каковы главные события этого года? Мероприятия, связанные с Шатиловкой, начались в этом году научной конференцией, которая прошла в Аграрном университете. В тот же день традиционное уже посещение Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур. Здесь гостей познакомили с основными направлениями научных исследований и новыми сортами. Для одних это была встреча со старыми знакомыми, коллегами, обсуждение общих задач и проблем, для других – первое знакомство с областью и институтом. Я приятно удивлен, что здесь очень серьезный научный потенциал сосредоточен. Именно по зональным отраслевым направлениям очень серьезная аграрная школа, агрообразование. Поэтому, мне кажется, у Орловской области большой потенциал, в принципе, и в вопросах импортозамещения, и выполнения доктрины продовольственной безопасности. Вопросы импортозамещения продовольственной безопасности звучали в этом году постоянно. Интеграция России в мировую экономику используется сегодня как рычаг политического давления. Не исключено, что санкции могут распространиться на средства защиты и семена сельскохозяйственных культур. А в семеноводстве за последние годы многое утрачено. За последние 5 лет заявки на регистрацию селекционных достижений зарубежных сортов увеличились в разы. И, соответственно, снизилось поступление заявок от нашей отечественной науки. По группе зерновых культур, я имею в виду пшеницы, ячмени кормовые, в этом смысле Россия может быть спокойна. К сожалению, не скажешь, группа пропашных культур начинает немножечко хромать. Слава богу, есть наш краснознаменный ВНИИМК имени Пустовой-то по подсолнечникам держит тоже конкуренцию серьезно. Начинаем мы отставать немножко по сахарным свеклам, по кукурузам. Что же касается селекции гречихи, основной нашей крупяной культуры, то тут наш институт признанный мировой лидер. Не случайно небольшая Орловская область занимает второе место в России по ее производству. Были годы, когда площади под гречихой превышали у нас 100 тысяч гектаров. Сейчас в области построены новые мощности по ее переработке. Это создает предпосылки для дальнейшего увеличения посевов. Канадцы перестали производить гречиху, а китайцы, я так понимаю, едят ее сами. Поэтому японцы в том числе ищут гречку на нашем рынке. И цены за последние 15 лет выросли где-то раза в 3. Главная проблема при выращивании гречихи – ее низкая урожайность. Однако по мере внедрения новых сортов орловской селекции она в последние годы быстро растет. Урожайность гречихи в нашей стране растет. По сравнению с прошлым веком, в период с 2001 по 2010 годы, несмотря на то, что было два очень засушливых года, 2002 и 2010, урожайность выросла в 1,5 раза. И в новом десятилетии устойчиво уже средняя урожайность по стране превышает тонну с гектара. До этого на протяжении 40 лет она держалась на уровне полтонны. Детерминантный дикуль, девятка, диалог, скороспелый сорт темп – основные сегодня сорта в нашей стране. На подходе сорта еще более урожайные, выведенные с использованием современных методов селекции. При благоприятных условиях с этого поля, я думаю, получат порядка 3 тонн с гектара. А потенциал? Потенциал покажет государственное сортоиспытание. Мы ориентируемся на их данные. Но я думаю, что потенциал у него
как бы не сглазить. Ну, я по вашим рассказам, получается, до 5 тонн. Ну, в принципе, все реально. У ученых института немалые заслуги в создании новых сортов проса, фасоли, сои, вики, других культур. Однако главной культурой остается горох. В коллекции сотни сортов различного происхождения с различным строением плода и листа. Это дает возможность ученым получать сорта с уникальными свойствами. Наряду с широко распространенным сортом фараон, это, например, сорт батрак. Необычность его в том, что это первый в мире, не только в России, но и в мире, сорт, который сочетает короткостебельность, усатый тип листа, детерминантный тип роста и неосыпаемость. К востоку от Урала прибавка урожая достигает 15 центнеров с гектара. Один день по традиции был полностью посвящен Шатиловке. Гостей, как всегда, встречали здесь хлебом с солью. Приветствуя участников мероприятия, губернатор говорил о значении Шатиловки для развития российской и советской аграрной науки. Здесь воплотили свои научные труды свет ученого сообщества сельского хозяйства Советского Союза, современной России. У нас с вами впереди очень много поставленных задач президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Поднять сельское хозяйство на должный уровень, чтобы обеспечить максимально продовольственную безопасность страны. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе особое внимание обратил на необходимость обеспечения продовольственной безопасности страны. Без новых современных сортов добиться этого, конечно же, невозможно. Никакое санкционное давление, возвращаясь к тому, что было сказано, оно не сможет остановить развитие агропромышленного комплекса региона, в частности в Орловщине. Сегодня очень много делается и руководством области для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, для создания рабочих мест, для действительно, чтобы была сельскохозяйственная продукция на высочайшем уровне, развивать потенциал области. Здесь же, на импровизированной сцене, были вручены почетные грамоты Министерства сельского хозяйства России ряду работников Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур, который недавно отметил свое 170-летие. Затем губернатор и гости Шатиловки осмотрели опытные делянки, на которых ведется изучение новых сортов. Условия Шатиловки являются типичными для 7 регионов России. Селекционеры активно используют эту особенность, чтобы проверить свои селекционные достижения в сравнении с тем, что делается в других научных учреждениях. Ни в одной области, ни в одном регионе, чтобы было 36 институтов, которые дали свое лучшее, что у них есть в селекции. Вот, поэтому это не только, и наш институт, конечно, мы дали очень много сортов, более 20 сортов зернобобовых, крупяных культур, именно тех, которые вот сейчас год-два, и они выйдут в производство. Пояснения участникам осмотра давали сами авторы. Многие из этих сортов после Шатиловки наверняка появятся на российских полях. Причем на Шатиловке у производственников есть возможность не только самим оценить те или иные сорта, но и встретиться, поговорить с их авторами, наладить деловые контакты, приобрести оригинальные семена. Покупают в основном отечественные производители, основную массу покупают, да, и заключают договора. И чем она хороша? Тем, что производственник может с селекционером договориться, заключить договор на сорта и купить тот сорт, который его интересует. После осмотра коллекционных посевов губернатор пообщался с журналистами. Основное внимание в ходе этой встречи – предстоящей уборке урожая. Приблизиться цифры 3 миллиона тонн по зерновым. Эта задача нашему сельхозблоку поставлена, нашим аграриям, нашим производителям. Ну а в дальнейшем планы следующие. Когда будет стабильный результат по урожайности, то у нас абсолютная возможность выходить на параметры по переработке нашей сельхозпродукции. Президентом поддержана инициатива с моей стороны о создании особой экономической зоны в Орловской области. И задача ее поставлена следующим образом, чтобы все производства были новые. И поэтому мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы эти производства у нас появились, потому что у нас есть что перерабатывать, нам есть что показывать, есть чем делиться. В справедливости слов губернатора относительно переработки выращенной сельскохозяйственной продукции убеждать никого, наверное, не надо. В прошлом году в области было произведено более 3 миллионов тонн зерна. При этом значительная часть урожая пшеницы, подсолнечника, сои, молока и мяса и даже гречихи везут на переработку в соседние регионы.
Нашими селекционерами выведены прекрасные сорта проса, которые выращиваются, например, в Поволжье. А ведь у нас условия не хуже. По условиям здесь урожай гораздо больше дают проса, например, чем в том же Поволжье, но у нас здесь нет фактически переработки. Ну, у нас в области в лучшие годы доходило там до 4500 гектаров, но поскольку производителям это сбывать некуда, то сейчас где-то меньше 1000 гектар у нас в области занимает проса. К сожалению, это культура у нас недооценена. Проса далеко не единственная культура, которая заслуживает пристального внимания наших аграриев. В области начата работа по изучению новых зернобобовых культур. Может быть, в скором времени, благодаря новым сортам, они станут столь же популярны, как, например, соя. Мы начали вести селекцию двух новых совершенно культур. Это чина, которая, в принципе, никогда у нас не возделывалась, раз. И второе, это нут, который, казалось бы, вообще не для нашего региона. Это где-то там Юго-Восток, Казахстан, Туркмения, Узбекистан. Но оказалось, что он у нас растет. Мало того, мы уже начинаем получать свои новые образцы нута. Вот в условиях, когда повышенные температуры, когда очень высокая жаростойкость нужна для того, чтобы выдержать. Нут — это самая перспективная культура, которая выдерживает до 40 градусов. Еще одно направление – изучение новых зерновых культур. Это твердые сорта пшеницы для производства макаронных изделий, а также голозерные формы ячменя и овса. Овес – обязательный компонент детского питания. Вновь вспоминают люди о нем обычно, когда начинает шалить здоровье. Продукты из овса и овсяная диета показана людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он предотвращает развитие накопления холестерина в крови. Он снимает бляшки холестериновые. Кроме того, его прописывают всегда в случаях после перенесения людьми инсультов, инфарктов. Если мы говорим, что выход крупы из пленчатых овсов составляет порядка 50-60-64%, то из голозерного овса это до 95%. В этом году наряду с сортами на Шатиловке в большом количестве была представлена сельскохозяйственная техника. Что примечательно, рядом с импортными тракторами и сельскохозяйственными машинами было немало и отечественных. Комбайны, в первую очередь, Ростовского комбайного завода. Рядом с уже зарекомендовавшим себя Акросом новый Тором. Большой интерес вызвал К-744, знаменитый Кировец Санкт-Петербургского тракторного завода. Это самый покупаемый сейчас в России энергонасыщенный трактор. Немало таких машин появилось в последние годы на Орловских полях. В 2015 году было поставлено порядка 25 единиц тракторной техники именно серии К-744. Основные модели, которые пользуются спросом, это 300-сильный трактор с двигателем Ярославского моторного завода, а также 420-сильные тракторы Тутаевского моторного завода. Он используется как на обработки предпосевной, так на посеве, так и на послепосевной обработке почв. Шатиловка принимала гостей в 20-й раз, и с каждым годом эти встречи становятся все интереснее и полезнее, как для организаторов, так и для гостей. Товаропроизводители должны сверить часы и понять, что хотим мы увидеть на своих полях. Я думаю, что здесь было что посмотреть, и действительно уровень с каждым годом растет, и надеюсь, что к 120-летию он еще поднимется. Примечательно, что Шатиловка становится не просто символом, традиционным местом встречи представителей аграрной науки, но и действующим научным учреждением. Ее сотрудники не просто проверяют последние селекционные достижения, но и сами участвуют в создании новых сортов. Напомню, наша программа выходит в эфир при содействии агропромышленной компании «Агробизнес Альянс». «Агробизнес Альянс» – это более 40 российских и зарубежных поставщиков сельскохозяйственной техники и тракторов. «Агробизнес Альянс». Успех выбирает профессионалов. Агробизнес Альянс приглашает к сотрудничеству. Плуги, сеялки, опрыскиватели, машины для обработки почвы и многое другое. Гарантия качества, профессиональное сервисное обслуживание, своевременная поставка запасных частей от заводов-изготовителей. Успех выбирает профессионалов.